В этом году исполнилось 30 лет со дня подписания соглашения между правительствами России и Туркменистана о сотрудничестве в области культуры, образования и науки. Взаимодействие двух стран в гуманитарной сфере действительно вышло на новый уровень в 2025 году. Главная особенность текущего этапа в науке – переход от образовательных обменов к совместным прикладным исследованиям. Одной из самых ярких страниц года стала гуманитарная акция «Миссия Добро». Ведущие российские специалисты из сети клиник РЖД «Медицина» работали плечом к плечу с туркменскими коллегами в высокотехнологичных центрах Ашхабада и нового умного города Аркадак. Это был полноценный научно-практический обмен. Хирурги проводили сложнейшие операции, внедряя в местную практику передовые методы малоинвазивной терапии. Большой потенциал двустороннего сотрудничества есть и у молодых медиков. Президент Международного фонда развития биомедицинских технологий имени Филатова, академик Российской академии естественных наук Екатерина Деброва на конференции «Роль женщины в современном обществе» выразила уверенность, что в Туркменистане открываются возможности для взаимодействия между молодыми учеными. В рамках визита главы МИД России Сергея Лаврова в Туркменистан на образовательном треке было заложено основание для будущего интеллектуального прорыва. Завершена подготовка документов по созданию совместного туркмено-российского университета. Этот вуз станет уникальным научно-образовательным кластером, где подготовка инженеров и врачей будет неразрывно связана с прикладными исследованиями. А МГУ имени Ломоносова совместно с Туркменским национальным институтом мировых языков имени Давлетмамета Азади провели международную научную конференцию «Ломоносов-2025». Не менее значимые результаты в области безопасности. Весь год ученые Института физики Земли Российской академии наук и Института сейсмологии Академии наук Туркменистана вели совместный мониторинг Капидакских гор, изучали современные движения земной коры. Итогом этих работ стало внедрение новых цифровых платформ для оценки сейсмических рисков, что важно для дальнейшего архитектурного развития туркменской столицы. Новый 2026 станет годом экологической дипломатии и науки. Туркменистан будет председательствовать в СНГ, и это задаст тон многим мероприятиям. Россия и Туркменистан уже согласовали продление моратория на коммерческий вылов осетровых в Каспийском море. Это решение, принятое с учетом исследований ихтиологов, позволит сохранить уникальный биофонд региона. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в своем выступлении на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке также предложил провести в 2026 масштабный форум, где ученые будут вырабатывать стратегии спасения мелеющего Каспия. Кроме того, весной 2026 в Ашхабаде на выставке «Агропак» российские ученые представят инновационные системы капельного орошения и засухоустойчивые сорта культур, что станет ответом на глобальные климатические вызовы. Ожидается также расширение сотрудничества по использованию технологий для нужд сельского хозяйства Туркменистана. Научный диалог продолжается, и его результаты в наступающем году обещают стать прочным фундаментом для технологического суверенитета обеих стран.